разошлись в мнении. Я, в отличие от своего коллеги, не поддержу ваш законопроект. Знаете, по одной только причине. Наверное, вот все, забыли о том, что есть указ президента о проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики. Данный указ президента говорит о том, что очень много законов, дублирующие, а порой даже излишние, как говорится, дублирующие, повторяющие законы. Вот я, например, мы же второй раз рассматриваем данный законопроект. Мы еще раз, вот я не увидела там никаких кардинальных изменений. В данном случае данный закон, он дублирующий. Вопрос, знаете, у вас четко прописана концепция законопроекта. Концепция законопроекта определена, значит, законопроект подготовлен в целях определения статуса национальной денежной единицы в Кыргызской Республике. Но статус денежной единицы Кыргызской Республики у нас определен. У нас определено и Конституция, у нас определено, понимаете, и конституционными законами, и о Нацбанке и так далее. И я вот, если честно, не могу понять необходимости в принятии именно данного закона. Как должны производить расчеты на территории Кыргызской Республики, в какой валюте, что четко как бы это все прописано. Вот сейчас, вот честно я вам хочу сказать, излишнее, как вот в указе президента написано, излишнее и чрезмерно активное использование права законодательной инициативы в отсутствие концептуальной логики и последовательности и так далее, и так далее. То есть с этой целью был издан указ президента. Мы сейчас идем тоже по этому же пути. Я не от того, что там критикую, я мнение каждого из моих коллег уважаю глубоко, но в данном случае я просто на самом деле вижу, что как закон нету такой острой необходимости. И в Гражданском кодексе четко отрегулировано. Вот как вы думаете, вы считаете, что это прям острая необходимость на сегодняшний день принятия данного закона? Рахмат Гүл Ахматқұлына. Негізі біз кейде шындығында бір мәселені 3-4 жерден қайталағанда манисін жоғалтып қояды. Бұл жерде мына азырлы Исхақ Саматович айтқандай ұлттық банк жөнінде мыйзамдың içinde болғандықтан жаңағы атайын бір бөлікті толық емес, толық ашылған емес та қаралғандықтан көпшілігі бізге ушундай bir мүмкіншілік түзіліп, доллар менен керек болса, ушу мамлекеттик ишканалар доллар менен бааларды койгонго мүмкіншілік түзүлүп калганда, ошондон биз өзүнчө урматтуу кыргызстандыктар, бизде өзүбүздүн улуттук валюта бар, сом деген. Өзүбүздүн мыйзамдар бар. Ошо мыйзамдардын негизинде жоопко тартылып каласыңар дегенде мени тактап кайра кеңейтип жазып атабыз. Мен ойлойм, муну менен биз тескерисинче кейде ушундай орустун жакшы макалы бар, мына сиз азыр өзүңүз айтып атпайсызбы? Кашу маслом не испортишь деген. Бул жерде негизгиси ошол жеткиликтүү болуп, биздин жарандарга, ишкерлерге жеткиликтүү болсо деген аракет бул. Мыйзамдын ар бир пункту. Себеби бардыгы эле ушундай чоң мыйзамды ачып алып, улуттук банк жөнүндө мыйзам экен, муну мага кереги жок деген ой болбош керек да. Бул өзүнчө сом жөнүндө мыйзам деп туруп, ошону жоопкерчилигин карап, токто мен мындай баа койсом, эртеге жооп берип калам деген дагы адамдын ички туюму дагы болуш керек. Ошондуктан концепциясын биринчи окууда колдоп берсеңиздер, экинчи окууга калган сунуштардын бардыгын караганга биз даярбыз. Ну, вы же пишете, что в концепции, да, для определения статуса национальной денежной единицы. Но у нас же статус определен. Но оно же, данный ваш законопроект не соответствует именно заявленной концепции, понимаете? Вопрос в этом стоит. Вот я хотела бы Нацбанк, здесь вот присутствует, да, председатель Нацбанка, послушать их позицию по данному законопроекту, вопрос целесообразности. Рашите, Гуля Ахматқуловна, да, как Коллеги, уже мною можно было... потише? Как уже было мною сказано, мы данный законопроект долго изучали и пришли к мнению, и мы поддержали данный законопроект. Почему мы поддержали? Во-первых, значимость национальной валюты, как бы будет этот нормативный акт в случае принятия повышений способствовать. Кроме того, именно в рамках реализации указа президента
и государственная программа, которая была принята, если память не изменяет, с 2012 года уже этапы уже идут. И в отношении увеличения безналичных расчетов. В чем суть безналичных расчетов повышения? Вы сами лучше меня понимаете, уважаемая Гуля Ахматкуловна, то, что это вывод теневой экономики. И тем более в этом законопроекте написано, что движимое и недвижимое имущество как бы в национальной валюте, чтобы осуществлялись сделки. Почему? Потому что на сегодняшний день по факту все происходит, вы сами хорошо знаете, поэтому к этому... Что я хорошо знаю по факту, скажите Ну, конкретно. то, что все вот эти движимые и недвижимые имущества определяется стоимость в валюте. И поэтому данным законопроектом и запрещается эта норма, чтобы полностью осуществлялась в Ну, национальной договора-то валюте. все заключаются в Да. нацвалюте. Да, в нацвалюте. Юридический документ оформляется в нацвалюте. В разговоре, если есть иностранная валюта, но это не говорит о том, что это конечный результат. Не-не-не, Гуля Ахматкуловна, вы правы. Я хочу сказать то, что именно данный законопроект как бы обязывает этих участников при покупке и продаже именно в национальной валюте. И в случае, скажем, договора или оформления, но оформление и так уже в национальной валюте у нас происходит. И здесь мера ответственности тоже установлена, да, ну, в соответствии Кодекса о правонарушениях. Поэтому Национальным банком было данный законопроект... Извините, пожалуйста, вот знаете, я ждала другого ответа от Нацбанка, да? Вы сказали все обо всем и ни о чем.